Грипп, ангина, ОРВИ, бронхит, танзелит. Осенью традиционно увеличивается частота этих инфекционных заболеваний, а причина всему, по словам врачей, холодный и влажный воздух, который приводит к вспышке вирусных инфекций. На протяжении 2 месяцев практически ежедневно в амбулаторию сельского поселения Гамурзиева обращаются несколько пациентов. Жалобы у всех одинаковые. На данный момент отмечается повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями. Пациенты обращаются с жалобами на температуру, на кашель, озноб, слабость, головная боль, боль в мышцах. В день бывает 7-8 обращений с такими жалобами, тогда как несколько месяцев назад таких обращений было 5-6 раз меньше. При обращении пациентов с данными жалобами мы проводим консультацию, проводим обследование на основании лабораторных обследований и сбора анамнеза, то есть сбора жалоб пациента. Мы выставляем диагноз в зависимости от состояния, то есть и результатов исследований. Острые респираторные заболевания поражают все группы населения. Они особенно опасны для детей в возрасте до года и людей со сниженным иммунитетом. Врачи утверждают, при заражении инфекционным вирусом заниматься самолечением категорически запрещено, поскольку это может привести к осложнению. Следует посетить врача, который даст необходимые рекомендации по лечению заболевания. Бывают случаи осложнений, то есть когда острые респираторные вирусные заболевания переходят в пневмонию, в острый бронхит, и человек нуждается в госпитализации. В связи с тем, что данная группа заболеваний часто осложняется тяжелыми заболеваниями, мы не рекомендуем заниматься самолечением, и это состояние требует вовремя обратиться к врачу. Врачи утверждают, применение антибиотиков при заражении инфекционным заболеванием без необходимости является самой серьезной ошибкой в лечении, поскольку это большой удар по микрофлоре кишечника. Принимать антибиотики можно только по назначению врача и только в случае присоединения к вирусу бактериальной инфекции. Обычно к нам обращаются люди, занимающиеся самолечением, и мы выясняем, что человек уже проставил себе уколы, то есть назначив их самому себе, и в процессе сбора анамнеза выясняется, что этот человек не нуждался в антибиотиках, тем более во внутримышечном введении препарата на дому. Такое мы не рекомендуем. Источниками заражения в основном являются больные люди в период инкубации или разгара заболевания. Вирус передается воздушно-капельным путем при чихании, кашле или через рукопожатие. Проявлять себя инфекция начинает в период от 4 часов до 3 суток. В целом заболевание проходит через 5-7 дней. Чтобы сократить риски заражения, необходимо в период эпидемии отказаться от посещения общественных мест. Врачи советуют пользоваться масками. После контакта с зараженными людьми следует обязательно мыть руки и часто пользоваться антисептиком. Так как ввиду погодных условий увеличивается число заболеваемости, мы рекомендуем избегать переохлаждения, одеваться по погоде. При появлении первых симптомов обратиться к врачу, избегать посещения многолюдных мест. Мы рекомендуем соблюдать меры личной профилактики, это ношение масок в общественных местах любых. В период сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции особенно важно соблюдать меры профилактики заболеваемости. Также следует своевременно проводить вакцинацию. Малика Измайлова, Султан Мукушков, Новости 24.